ДТП в Верхнеколымском районе случаются достаточно редко. Тем не менее, к подобным происшествиям необходимо быть готовым, а значит иметь план слаженных и отработанных действий в случае аварии. В связи с этим в поселке Зырянка прошли комплексные учения. С подробностями Наталья Ломанова. Прохожие испуганно подходили к месту происшествия, спрашивали, нет ли жертв. Когда узнавали, что это учение, облегченно вздыхали. Если пожарно-тактические учения проходят в Зырянке и в целом в Верхнеколымском районе раз в 2 месяца, жители к ним привыкли, то мероприятие подобного плана состоялось впервые. Суть его в координации совместных действий всех экстренных служб района. Значит, условия были приближены к реальным. Постарались использовать имеющую у нас технику по тушению пожаров и вскрытию конструкций автомобиля. Тем самым была проведена проверка Верхнеколымского звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Наше звено к выполнению поставленных задач всегда готово. Пожарные, полиция и карета скорой помощи прибыли на место происшествия буквально через пару минут после сигнала о возгорании автомобиля. Но тут вмешались жизненные реалии, и медикам пришлось уехать на настоящий вызов. Так что доставали из машины условного пострадавшего все те же пожарные. Теперь это их обязанность. По итогам учений начальник Верхнеколымского пожарно-спасательного гарнизона Анатолий Асташов оценил действия своих подчиненных как удовлетворительные. Наталья Ломанова, НВК «Саха», Зырянка.